Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Его чувства к вам сегодня. Он уже не может молчать. Что мужчина желает вам сказать прямо здесь и прямо сейчас. Пожалуйста, настраивайтесь на мое гадание, посмотрите на песочек, загадайте на мужчину и давайте будем смотреть, что же такое он уже не может в себе держать, что он к вам чувствует. Я попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим его чувства и что же он хотел бы вам такое сказать. Так, ну что, мои дорогие, обижается он на вас? Обижается, да? Говорит, что противное, что обидела, как-то вот отвергла, либо что-то не приняла, что-то вот посмеялась над ним. Знаете, обиделся, он на вас обиделся, как хотите, ему очень больно, вы сделали ему больно. Где-то он к вам пришел с какими-то лучшими своими чувствами, с каким-то порывом, а вы как-то его немножечко, ну, как отшили, да? Что-то вы ему такое сказали, либо сделали, либо посмеялись над ним, что его очень сильно задело, прям задело за живое. И он не понимает, шутка ли это, либо вы действительно серьезно так там думаете, поступаете, либо будете делать. Он закрылся от вас, закрылся, потому что сердечко побаливает. Вы знаете, тут еще такой момент присутствует, как будто бы кто-то в вашем окружении, среди ваших, может быть, знакомых, соседей, что-то ему такое ляпнул накануне, да, какой-то слушок, либо сплетню о вас запустил. И вот он все время об этом думает. И он начал вот прям, вот как, знаете, как вслух уходить, да, в ощущение, а что я на самом деле по этому поводу думаю, могу ли я верить, либо это все, ну, как сплетни, да, не нужно это слушать, это все напускное. Человек очень сейчас много переживает из-за того, что случилось у вас буквально вот несколько дней назад, либо между вами случилось. Он от вас чего-то ждал, он ждал от вас какой-то порыв, какое-то движение к нему, навстречу к нему, да, может быть какое-то раскрытие, может быть он вам сказал: я тебя люблю, а вы типа посмеялись, похихикали, да, и отвернулись. И он и сказать-то ничего сделать не может, да, потому что боится оказаться в дураках, но при этом он чувствует себя раненым, побитым, избитым и отвергнутым. Вот такое у него ощущение. Знаете, как будто бы над ним такая огромная грозовая туча летает, да, и не дает ему покоя. Вот-вот начнется дождь, и он весь промокнет. Промокнет, причем от своих же собственных слез. У этого человека испортился аппетит, у этого человека пропало желание к жизни. Человек мог начать выпивать, мог начать как-то кутить, гулять, пускаться во все тяжкие. И все потому, что вы его где-то словом либо делом обидели. Я же вижу другую ситуацию, что вы даже и не понимаете, вы вели себя естественно, нормально, вы не подозревали, что кто-то что-то ему сказал. И, возможно, вы просто хотели с ним пошутить, да? Просто какую-то шутку ему сказать. И он вот так вот странно отреагировал, закрылся, похолоднел, посмурнел и, возможно, даже сейчас где-то пропал и прячется от вас. Либо ведет себя так, как будто бы он там, я не знаю, из камня вырублен. То есть вас момент этот очень сильно напрягает. Вот я вам говорю честно, вот смотрите, здесь эта змея у вас такая очень хищная, с языком пытается вот эту птичку схватить. Видите? Змея хочет птичку скушать. Змея говорит о том, что у вас есть враг. Женщина-враг, которая вам вредит, которая, возможно, что-то ему про вас наговорила, какую-то сплетню ему рассказала, что-то вот вылила, какую-то грязь. И он, я не могу сказать, что он 100% поверил, но сомнения в нем зародились. Плюс что-то вы такое еще тоже сделали, да, что его сильно очень смутило и заставило его верить в эти сплетни. Что касается вас, вы можете думать, что он действительно вот по вот этой картинке где-то гуляет, бухает, может быть, у него там другие женщины появились, или другие какие-то развлечения, влюбленности. Да, отчасти вы правы, он может заливать свою печальку и тоску алкоголем, либо там какими-то там друзьями, встречами и прочим. Но других женщин он не желает. Вот он не желает другую женщину там ни себе в жизнь, ни как любовь, ни как любовницу. Вот не желает. Вот они ему не нравятся. Видите, они от него отвернулись, в другую сторону смотрят. То есть он не рассматривает других женщин. Алкоголь и развлечения — это да. Но женщин нет.
его единственная женщина — это вы. То есть к вам тянется сердце, и к вам тянется его другой орган. Вот. Но вот обида прям такая, знаете, ежиком колет. Знаете, вот что-то вот прям такое, вы ему такое сказали, либо сделали, и он прям залип на эту тему, и такой думает: ага, значит, все-таки правда, значит, не любит, значит, она меня использует, либо я ей не нужен. Вот какой-то момент присутствует. Так, мои дорогие, еще. Здесь у вас вышла пятерочка. Через 5 периодов времени ждите от этого человека разговора. Разговора достаточно сложного, и разговора, где он будет вас выпытывать о чем-то. Да? Он будет вас как с пристрастием пытать. Да? Расскажи мне, поясни мне, проясни мне. Будет выспрашивать, будет выискивать и будет пытаться там тень на плетень наводить. Вам, конечно, не понравится этот разговор, но я вас призываю сохранить терпение, я призываю вас отнестись с пониманием. Поверьте, от этого разговора очень многое зависит. Либо вы расстанетесь, либо вы будете вместе, и человек, ну, например, пойдет на более серьезные шаги к вам, то есть сделать предложение руки и сердца, либо свадьбу вы назначите, либо вы съедетесь, либо вы что-то вместе будете делать, да. То есть как бы это важный очень момент. Ему очень важно прояснить, что же на самом деле вы к нему чувствуете, что вы о нем думаете. И этот человек вас любит, и он о вас думает, он по вам страдает. Нет, даже не так, он из-за вас страдает. Вот. Но вот это будет более правильно и корректно. Но при этом человек, ну, как зацикленный идет, да, на своем проблеме, на своих делах. Из-за вас он не может сейчас фокусироваться на свою работу, на свой бизнес, на свои какие-то дела, которые у него есть. Постоянно думает о том, что вы его используете, думает, что он вам нужен там ради, может быть, там денег, либо чтобы там с кем потусить, погулять. И ему это не нравится. Еще ему не нравится ваша неготовность, либо нежелание, ну, как-то реагировать на его, может быть, какие-то шутки, может быть, на какие-то его предложения. То есть вы каждое его предложение вы ставите как будто бы под сомнение, да, и вы, ну, не то чтобы оспариваете, вы как будто бы вносите какие-то корректировки, и вы говорите, ну, вот в его понимании, что вот ты там что-то предложил, это все фигня, давай все переделаем, сделаем так, как я хочу. А на самом-то деле все происходит по-другому, да. Мужчина может быть горячий, может быть, он не до конца понимает суть вещей, да, и он как бы, ну, вы-то с хорошей точки зрения, да, ему даете советы, либо подсказываете, а он это все воспринимает, как будто бы вы в его мужественности сомневаетесь. Опять же таки, да, вот кто-то постарался, кто-то оговорил. Смотрите, мои дорогие, он хотел бы быть главным в ваших отношениях, он хотел бы быть лидером, он хотел бы быть вот таким прям мужиком-мужиком. Вот, может быть, это мужчина восточный, вы загадали восточного мужчину. Либо вы загадали человека, который похож на такой восточный менталитет, где, ну, типа, мужчина — это голова, да, а женщина, типа, кухни, детей воспитывает. То есть, ну, немножечко задет. Вот чем-то вы его задели. И он об этом хотел бы сказать вам, но не может. Опять же таки, да, гордость не позволяет. И он будет таким императивным путем идти, да, все там прощупывать, обследовать и для себя делать умозаключения. А действительно ли вы такая? Действительно ли вы такая вот девочка, да, которая сама себе на уме, и которую невозможно там ни приручить, ни перевоспитать, и что вы всегда будете делать только то, что хотите и как вы хотите. Вот, то есть не будете его слушаться и не будете ставить его, ну, во главу угла, да. Я вижу, что вы из-за этого человека еще будете переживать. Вот видите, вы переживаете. И, возможно, даже в какой-то момент вы на него и обидитесь, психанете и скажете: слушай, дружочек, а мне не нужны такие отношения, мне не нужен диктатор, мне нужен партнер, мне нужен мужчина, мне нужен тот, кто будет со мной в партнерских отношениях. Я не слуга, я не рабыня, я не хочу жить на кухне, да, я женщина амбициозная, у меня есть своя жизнь, у меня есть свои дела, я хочу, чтобы меня уважали так же, как я уважаю других людей. И если вы вот такая именно самостоятельная, независимая девушка, то ваша претензия может быть воспринята этим мужчиной как, ну, вызов, и прям так, знаете, вы можете на этой теме с ним разойтись во взглядах, мои дорогие. С этим человеком нужно договариваться. И причем договариваться не с позиции кто кого, а с позиции, скорее всего, хитрой кошечки. Да? Вот этому мужчине не нужна умная, взрослая, да, самостоятельная, независимая женщина. Взрослая, я не про возраст говорю, я говорю про ощущение себя.
Ему нужна такая, знаете, ну, я не знаю, лолита, да, то есть маленькая девочка, взбалмошная, капризная, которую он там будет иногда там ругать и говорит: ой, как ты так могла там все деньги потратить, либо наоборот он ее там будет поддерживать, хвалить там и прочее, прочее. То есть это человек такого теста. Это его сегодняшний менталитет на сегодняшний день. Возможно, с момента этого видео он начнет меняться. Может быть быстро, может быть медленно. Со временем я вижу, что он дойдет до понимания того, что вы классная, вы абсолют. И именно такая женщина нужна для семьи, для брака, для крепких, стабильных отношений. Но пока он не готов вас принимать такой, как вы есть. Он на вас обижается. Причем это не первая обида. Он обижался на вас еще и раньше. Плюс к тому, что вот есть еще эта змея. Вот кто-то есть, кто вредит, кто вмешивается. И змея именно женщина. Кто пытается вас там, не знаю, там оговорить, как-то вот все вывернуть вверх тормашками, да, то есть перевернуть ситуацию в корне, да, чтобы у вас пошли разрушения и неприятности. Мои дорогие, человек любит, но человек сложный. Человек будет расти и развиваться. Если вы готовы где-то себя зажимать ради этого человека, где-то быть более такой, знаете, ну, профурсеткой, говорила моя бабушка, то да, вы сможете построить с ним отношения. Если вы серьезная, стабильная, независимая, и вы не хотите играть роль, да, вот такой вот девочки, припевочки, то тут вам, конечно же, придется нелегко. Мужчина очень обидчивый. Мои дорогие, решайте, выбирайте, думайте сами. На этом мое гадание закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.